Ладно, у него же брат есть. Да что такое? Ну, вот сестра заезжала. Я вообще не представляю, что везде никого не можно за границу платить.
просто ради того, чтобы только склад было, не только ради того, чтобы песня была спета. На самом деле, Господь, нам так дорого Твое присутствие, нам так дорого Твоя близость, Господь. Нам так дорого Твоя близость, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня в Иисусе Христе. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что через жертву Иисуса Христа, через Голгофу, мы имеем близость к Тебе. Благодарим Тебя за то, что жертвой Иисуса Христа мы спасены. Мы спасены от огня, мы спасены от проклятия, мы спасены от ада жертвой Иисуса Христа. Жертвой Агнца, который умер, который воскрес. Благодарим Тебя, драгоценный Господь. И нам так дорого Твоя близость, нам так дорого Твое присутствие. Господь, мы любим Тебя, и мы наслаждаемся Твоим присутствием здесь. Церковь, давайте будем искать еще какое-то время Его как личность. Может быть, это не совсем точно сказано искать, потому что Его не надо искать, Он близок к нам. Поклоняемся Тебе, Господь. Поклоняемся Тебе, Иисус. Благодарим Тебя за то, что Святой Дух Твой обитает. Твой Святой Дух, Господь Иисус, Ты послал Святого Духа. Господь, Ты послал Святого Духа. Ты послал Духовного Утешителя. Ты послал того, который помогает нам сегодня оставаться в вере. Ты послал того, который помогает нам сегодня ходить Твоим путем. Ты послал того, который сегодня поднимает нас, когда мы ослабеваем. Благодарим Тебя за то, что Ты послал того, который сегодня обличает нас, когда мы заходим не туда, куда надо заходить. Мы благодарим Тебя за того, который ободряет нас сегодня. Мы часто разочаровываемся, Господь, потому что мы люди. Мы часто разочаровываемся в своих ошибках, в своей слабости. Мы разочаровываемся от того, что мы совершаем. Но Твой Утешитель, Твой Святой Дух снова говорит нам: вставай, пошли. Твой Святой Дух рядом. Благодарим Тебя за Духа Святого, Господь. Благодарим Тебя за Духа истины, Господь. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты обитаешь с нами. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Драгоценный Господь, Святой Дух. Двигай сегодня нами. Двигай сегодня Твою церковь. Двигай сегодня поместной церковью Иммануил. Двигай сегодня всеми поместными церквями этого города. Господь, Святой Дух, без Тебя каждая церковь — это мертвая религия. Дух Святой, без Тебя каждый из нас мы мертвы. И так как тело мертво без Духа, так христианин мертв без Тебя, Святой Дух. Ты нужен нам. Мы ценим Тебя, Господь. Дух Святой, мы открыты для Тебя. Изливай свои дары, Господь, здесь. Пророческое слово. Слово знания, слово мудрости. Что Ты хочешь, Господь. Ты видишь, знаешь лучше меня. Ты знаешь лучше каждого здесь присутствующего. Какой дар необходим сегодня, чтобы он здесь проявился. Дух Святой, Ты здесь хозяин. Ты здесь Господь. Действуй, как Тебе угодно. Действуй, как Тебе угодно. Мы открываемся Тебе, Господь. Мы любим Тебя. Агнец Иисус, любим Тебя. Агнец Иисус, любим Тебя.
привилегированную часть, которая принадлежит только народу Божьему. Принести жертву хвалы. Принести жертву хвалы. Плод уст наших. Мы не упустим эту привилегию, мы поклоняемся Тебе. Мы возвеличиваем Тебя, Иисус. Тебе честь, Тебе хвала, Тебе слава. Иисус, Ты достоин. Иисус, Ты достоин, Ты один достоин. Иисус, пред Тобой преклонятся все колени. Пред Тобой преклонятся все. Небесные, земные, преисподние. Сегодня мы преклоняемся перед Тобой. Иисус, Иисус, мы перед Тобой преклоняемся. Мы воздаем Тебе славу. Мы воздаем Тебе славу. Дорогой, любимый Иисус. Аллилуйя, Иисус. Слава Богу. Иисус сегодня с нами. Аминь. Иисус посреди своей церкви, Иисус в нашем сердце. Иисус живет в сердце. Иисус живой Господь. И какая прекрасная песня на латышском языке. Да, все песни прекрасные. Спасибо группе прославления за ваше служение, за то, что вы Спасибо группе прославления за ваше служение. И вот это прекрасное было песня. Как дорого твое близость, да? Всегда, как дорого, кто не понимает на латышском, да, это видно, как дорого твоя близость. На самом деле, это замечательная песня, потому что так просто мы можем потерять эту близость с Господом. Tiešām brīnišķīga dziesma, jo tik viegli mēs varam zaudēt Dievu tuvumu. В каком-то смысле Kādā mērā мы разгневались на кого-то, mēs, piemēram, uzmojamies par kādu, не сдержались, вспылили, nenoturējamies, и нам надо снова привести в порядок свое сердце. Да? un mums atkal ir jānomet kārtībā mūsu sirdī. Конечно, Господь никуда не уходит. Да? Protams, ka Dievs nekur neaiziet. Дух Святой продолжает в нас пребывать. Svētais gars paliek mūsos, Но настройки сбились уже в моем сердце. bet kaut kas sirdī ir saglabājies. Если я просто разгневался, Ja es vienkārši esmu palicis uzspīdis, если я позавидовал, ja es kāda, ja man skaušu, если я просто по плоти поступаю, ja es rīkojos pēc miesas, сразу надо и потом настройки настраивать. uzreiz vajag salabot sirdi, Настройки нашего сердца. salabot mūsu sirdi, Покаяться nožēlot grēkus и снова с искренним сердцем, с верой приблизиться снова к Нему. un ar ticību atgriezties tuvoties Dievam. Поэтому в какой-то мере, да, я и говорю, что так легко потерять. Tāpēc es saku, ka kaut kādā mērā tik viegli zaudēt. Не то, чтобы Господа вообще потерять, но эту близость с Ним, это один на один, когда ты с Ним. Nevis pilnībā zaudēt Dievu, bet to tuvumu, ka tu esi viens pret vienu ar Dievu. Дышать с Ним в унисон.
если можно так сказать. Mūsu sirdis ir Kungs unisonā ar viņu. Когда мы понимаем друг друга с Господом, да, Он понимает нас, мы понимаем Его. Он всегда, конечно, понимает. Tad, kad mēs saprotam Dievu, Dievs saprot mūs, viņš jau vienmēr saprot mūs, bet kad ir tas tuvums. Но когда мы понимаем, знаете, есть просто как-то молиться, Господь сказал, ну, иногда люди говорят, Dažreiz cilvēki saka, что мы понимаем друг друга с полслова, да? kad mēs saprotamies uz vārdu. Есть разные уровни понимания друг друга, да? Ir dažādi līmeņi, kā mēs saprotam viens otru. Есть, когда люди хорошо понимают друг друга. Ir, kad cilvēki labi saprot viens otru. Есть, когда люди с полслова понимают друг друга. Это еще лучше уровень, да? Ir, kad cilvēki no pusvārda saprot viens otru, tas jau ir nākamais А līmenis. есть еще уровень, когда люди говорят, мы понимаем друг друга без слов. Ну говорим же так, да? Без слов понимаем друг друга. Dažreiz cilvēki saka, ka mēs bez vārdiem saprotam viens otru. Я думаю, с Господом точно так же иногда, когда мы ценим этой близостью Божьей. Es domāju, ka ar Dievu tas ir tas pats, kad mēs cienam to tuvumu, novērtējam. Когда мы ценим этой близостью, да, и когда мы действительно дорожим этой близостью, Kad mēs novērtējam to tuvumu un tiešām no visas sirds novērtējam. тогда мы постепенно начинаем Бога понимать. Так. Tad mēs pakāpamies un sākam saprast Dievu tādu. Аминь. Ne? Давайте будем ценить. Не просто петь, как дорого мне, но ценить, действительно оценить. Nedziedāsim vienkārši tāpat, bet tiešām novērtēsim Dievu tuvumu. Слава Богу. Slavu Dievu. И хочу поприветствовать, сегодня с нами есть люди, которые не всегда с нами, редко с нами бывают. Тони Валдес сегодня, местный с нами, слава Богу, за вас. И тоже также с нами Ильдар, тоже сегодня с Риги, брат приехал. Да, слава Богу. Слава Богу. И теперь давайте я попросил Тони Валдеса, да, сегодня. Es paprasīju Он будет, вернее, они попросили, да, служение братьев Гедеонов, да, они будут сегодня иметь презентацию, какой-то рассказ, да, о том своем служении. Каждый год это происходит. Šodien būs stāsts par Gideoniem, katru gadu tas notiek. Но сначала мы отпустим детей наших, да, чтобы они тут не шумели, да, чтобы они занимались делом, да, учились. Līdz ar to palaidīsim bērnus lejā, lai viņi mācās. Учителя, кто у нас сегодня есть? Skolotāji mums ir šodien. Вера, Алла, слава Богу, учителей наших. Paldies par Помолимся, да? skolotājiem. Слава Богу. Помолимся, да, за наших ребят. Благослови Господь нашу библейскую школу. Мы молимся Тебе сегодня, как церковь, мы отдаем их в Твои руки. И наша молитва к Тебе о том, чтобы они постигали Твое Слово, чтобы они наполнялись Твоим Словом. Благослови наших учителей. Небесный Отец, мы просим Тебя о том, чтобы, Господь, наши дети выросли христианами, Господь, в том смысле слова, которое в Твоем Слове говорится, что с тех пор церковь Антиохии стали называться христианами, Господь. И мы тоже молимся Тебе, чтобы они были этими настоящими христианами, не номинальными, Господь, но людьми веры. Благослови нашу школу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мы молимся Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит библейскую школу нашу. Lai Dievs svētī mūsu bērnu svētdienas skolu. И теперь я попрошу Поливала, соответственно, что лузу, лайки лузам. Labdien! Добрый день. Man prieks pēc ilga laika atrasties atkal jūsu vidū. Я рад с вами находиться здесь, среди вас. Es viņu
viņam atriekšos, viņš man ir piekrāps, es viņu neatstāšu dzīvu un pats nošaušos. Я его убью, я ему отомщу, я его не оставлю в живых, я сам себя убью. Un Klarks aizbrauc Amerikā, Кларк уехал в Америку, kur viņa ienaidnieks dzīvoja, там, где жил его враг, un par nakti paliek viesnīcā. и ночью остался в гостинице. Viņš ieliek pistoli naktgaldiņā, Он положил пистолет в тумбочку, tad viņš tur ieraudzīja šādu grāmatiņu, jauno derību, но он там увидел un такую tikai книжку. skaidrs angļu un amerikāņu valodā. Он увидел Новый Завет на английском языке. Viņam nenāca miegs, Он не мог заснуть. viņš lasīja šo Dievu vārdu, Он читал Божье Слово. un uz rīta pusi И утром viņš pieņēma Jēzu Kristu, он принял Иисуса Христа. to patiesību un to mīlestību, Эту любовь, kas nāk par Jēzu Kristu. которая idет от Иисуса Un Христа. viņš teica paldies šiem cilvēkiem, Gideonam, И он сказал спасибо этим людям, Гедеону, ka šī grāmatiņa izglāba 2 cilvēku dzīvi. что эта книга спасла жизнь твоих людей. Gideoniem ir draudzes rokas. Tā nav kaut kāda atsevišķa organizācija, neatkarīga no draudzēm. Гедеоны – это организация не сама по себе. Un Gideoni var savu darbu darīt Гедеоны, tikai ar draudzes palīdzību. Гедеоны, они служат вместе с церковью, с помощью церкви. Pats pirmais ir lūkšana, Первое – это молитва. aizlūkšana. Молитва. Nekas šī pasaulē nenotiek bez lūkšanām, bez aizlūkšanām. Ничто в этом мире не происходит без молитвы. Un tādēļ mums, kā šeit Liepājas nodaļas Gideoniem, Здесь у нас Липайская часть Гедеонов. liels lūgums, У нас lūgt, большая просьба молиться, lai Dievs atver direktoru skolu, direktoru sirds, чтобы Бог открыл сердца medicīnas iestādes vadītājs, больниц, ārmijas vadītājs, policijas vadītājs, руководителей армии, полиции, viesnīcas īpašnieku, гостиниц руководителей, lai šo grāmatiņas varētu dāvināt un novietot. чтобы эти книги можно было дарить и ложить в гостиницах, в больницах. Gideons šīs grāmatiņas izvieto viesnīcās Гедеоны размещали эти книги в un гостиницах, medicīnas iestādēs. в больницах. Un drusku mazāk grāmatiņas И немножко viņi поменьше dāvina книжек rokas uz roku, Гедеоны дарят skolās, в школах, armijās, в армии, cietumos. в тюрьме. Un vienkārši, ko Gideona organizācija uzsver, par grāmatiņu dāvināšanu uz ielas saviem draugiem, pazīstamiem, nepazīstamiem, jebkurā situācijā. И везде, в любой ситуации, на улицах, своим Un uz друзьям. to ir vērsts viss tagad Gideona darbība. Viss uzsvars ir uz šo personīgo evanģelizāciju. Вся основа служения Гедеонов. Un šeit nav vajadzīgi nekāds talants, Не нужны никакие nekādas таланты, runāšanas spējas, никакие bet особые tieši otrā разговорные таланты. ļaut, lai Dievs runā. Надо, чтобы Бог
tici pārdabiskam? Ты веришь в сверхъестественное? Un tas ir pirmais jautājums. Это первый вопрос. Daudz tic pārdabiskam. Многие верят в сверхъестественное. Otrais jautājums ir, kas tev ir Jēzus Kristus? Второй вопрос, что для тебя Иисус Христос? Nu, šeit jautājumi, ja atbildes ir ļoti dažādās. Здесь ответы разные. Man vakar gadījās šeit tieši tāda atbildība. Kā es varu zināt? Es nezinu, kas ir Jēzus Kristus. Вчера, например, мне ответили, как я могу знать? Я не знаю, кто такой Иисус Христос. Vai tu tici debesīm un ellē? Ты веришь в небеса и в ад? Nu, debesīm es ticu, jā. Ну, в небеса я верю. Ellē nē. В ад нет. Elle laikam ir uz šīs zemes jau. Ад, наверное, уже сейчас на этой земле. Jā. Nu, un kad elle nav. Ада нету. Nākošais jautājums bija, kur tu nonāks, gadījumā, ja tu mirsi? Следующий вопрос был такой, а куда ты попадешь, когда ты умрешь? Ja debesīs, kāpēc? Если на небеса, то почему? Noteikti nonāk debesīs, jo elle nav. Ну, я, наверное, попаду на небеса, ада же нету. Pēdējais jautājums ir, ja tas, kam tu tici, nav patiesība, vai tu gribi dzirdēt patiesību? И следующий вопрос. Если то, во что ты веришь, это не Es правда, iedevu to хочешь mazāko услышать правду? grāmatiņu, viņa tagad nav līdz, bet jūs visi ziniet, kā viņa. Я дал маленькую книжку, у меня нету с собой, но вы знаете, как она выглядит. Un lūdzu, lai viņa lasa. Jā. И попросил, чтобы читал. Pirmais lasījums ir, ka jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens nepazūst, kas uz viņu tic. И первое место Писания было, что как Бог возлюбил мир. Un parasti nav vieglas atbildes uz to. И обычно нету легкого Un tad ответа. palūdzu lasīt vēl vienreiz, otrreiz, trešo reizi. Я попросила читать один раз, второй раз, третий раз. Dievs viņu mīl. И сказала, что Бог его любит. Ir vēl dažas lietas, kad visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķā godība. Еще одно, что я попросила его прочитать, что Parasti viss saka, jā, ka viņi ir grēkojuši. что те, кто согрешили, они потеряли Божье благоволение. Grēka alga ir nāve, bet Dieva valda mūžīgā dzīvība. И если ты согрешишь, то тут смерть, но если ты поверишь в Господа, то ты останешься в живых. Tur varbūt ar pārsteigtu jāizlas, kamēr viņi saprot, ka tā Dieva valda ir mūžīgā dzīvība. Но еще, наверное, надо много раз прочитать, чтобы понять, что награда Божья – это жизнь. Vēl dažas lietas, bet noslēguma jautājums ir atklāsmes grāmatas. Es stāvu burju priekšā un klausu. Ja kas atver savu sirdi, pie tā es ieiešu un turēšu ar viņu lielas, un viņš ar manis. Еще много местописаний. И в конце местописание из Откровения, что я буду стоять и стучаться в твое сердце. Mums bija jaunā sieviete ar asarām acīs. Молодая женщина с слезами на глазах. Atvērt savu sirdi un gribēja atvērt savu sirdi Jēzum Kristum. Она хотела
cik daudz cilvēku šeit Liepājā И как много людей здесь в Лиепае nezina не знают, neko par Jēzu Kristu un par viņu glābšanu. не знают ничего о Иисусе Христе и Его спасении. Un šis ir pats galvenais И это самое важное, lūgums, самая главная просьба, lai draudzene чтобы церковь izsūta savus rokas. посылала свои руки. Ir vēl viens lūgums ziedot, lai šīs grāmatas varētu iespiest. Еще одна просьba жертвовать финансами. Ziedojumi iet tikai un vienīgi šo ļauno darījumu iespiešanu. Финансы, которые идут на того, чтобы сделать книги, Новый Завет. Miljoni visus pārējos izdevumus sēž paši. Все остальные расходы ведем мы сами. Транспорт, Viss, kas vajadzīgs, lai grāmatiņas varētu ievest un aizsūtīt чтобы книги pašas можно vietās, было kur jums ir. послать в те места, которые они должны быть. Es ticu, Я верю, ka Latvijā, ka šeit Liepājā, katra ticīgā, ja katra kristieša, katra ticīgā svētība būs šī lielā vēlēšana un šī lielā sāpe par tiem cilvēkiem, kas aiziet pazušanā mūsu neuzņēmības, mūsu laika trūkumu, mūsu atruna, lai to dara citi. я верю, что каждый человек в Латвии, жители Лиепая, Латвии, будет в сердце это желание идти и говорить о Боге, чтобы каждый пришел к Нему. Un Dievs jau ir devis mums visu, И Бог нам дал все и время, и ресурсы, lai mēs to darītu. чтобы мы это делали. Jēzus Kristus ir devis savu pavēlu. Иисус Христос дал свое. Ejiet un pasludiniet evaņģēliju Он сказал, идите и visai radībai. говорите Евангелие. Un kā pasludināt? Ko tas Sātans saka? Ko Sātans dara? Что дьявол говорит? Что он делает? Sātanam ir vislielākais mērķis, lai tas netiktu darīts. Дьявол самый большой цель, то, чтобы это не было сделано, чтобы Евангелие не было рассказано. Viņš sūta mums bailes, Он посылает нам страх, viņš sūta mums neuzņēmību to darīt. он посылает нам нерешительность это делать. Viņš sūta mums daudz svarīgākas lietas, mūsu darba lietas, Он посылает нам кажется, более нужные дела, работу, lai tik mēs nepasludinām šo evaņģēliju, мы не минимизировали, to, ko Jēzus Kristus pavēlēja. чтобы мы не делали то, что Иисус нам сказал. Un Jēzus Kristus ir devis arī visu, Иисус Христос дал все, чтобы мы это делали. Marka evaņģēlijā Jēzus teica, Евангелие от Марка Иисус сказал, ticīgi manā vārdā те, кто верит в Мое Слово, jaunos garus izcīs, злых духов выгонять, jaunām nelēm runās, будут говорить на иных языках, un vēl daudz labas lietas. еще много хороших вещей. Un slimajiem viņa rokas uzliks, И un на viņi больных своих tiks возложат, dziedināti. и они исцелятся. Ko Sātans saka?
Что дьявол говорит? Tas jau nenotiks. Это же не будет дьявол говорить. Jautājums ir, kā mēs paklausām? И вопрос, а кому мы Vai mēs paklausām Jēzum Kristum un слушаем? ejam darīt to, ko viņš mums pavēlējis? Делаем то, что Иисус Vai нам mēs сказал? pieņemam viņa spēku, kas Sātanu ir uzvarējis? Мы берем Иисуса, силу или Vai mēs pieņemam to, ko mums ļoti cītīgi мы принимаем то, что klausīt saka, нам очень старается донести lai to дьявол. dara kāds cits. Или кто-то другой нам это говорит. Tu jau kalpo šeit draudzē, Ты же служишь здесь, Слава в церкви, Иисусу. славишь Бога. nu slavē to, Ну и славь Бога. bet lai iet kāds cits. Пусть кто-нибудь другой идет евангелизировать. Nu, tev jau nav spēku, У тебя же нету сил это делать. bet ir vislielākie Sātana meli. Но это ложь дьявола. Un es ticu tam, Я верю в то, ka katrā draudzē что в каждой церкви atmasko šo Sātana melus. Un svētā gara spēkā, открывают ko эту Jēzus ложь дьявола deva и силу Иисуса Христа, mūsu pilsētā, un mēs šo vēstu pasludināsim. сила Иисуса Христа, мы выходим на улицу и будем славить Его. To, ko mēs darīsim, ko Jēzus sacīja. Будем делать то, что Иисус нам говорит. Jēzus Kristus vēl ir viena noteikuma, ko viņš ir uzskatījis par ļoti, ļoti, ļoti svarīgu. Aiziedams un lūgdams par savu draugu. Иисус ушел и молился за свою церковь, Lai visi būtu vienoti, чтобы все были в единстве, kā Tēvs ir manī, un es esmu Tēvā. что я в Отце и Отец во мне. Lai pasaule ticētu, Чтобы мир ka Tēvs ir sūtījis mani. что Отец послал меня. Un es ticu tam, И я верю в это, ka katra drauga, что каждая katra церковь, konfesija каждая конфессия nāks pie šīs vienotības. Vienotības, kādas vienotības. придет в это единство. Neviens nevar svētajā garā teikt, ka Jēzus Kristus ir kungs. Un, kad draudzes, tik daudz draudzes saka, Многие церкви Jēzus говорят, Kristus ir kungs. что Иисус Христос Господь. Bet ko mums Sātans pienes? Ну что дьявол нам говорит? Tam ir tāda mācība, tam ir tāda mācība, tam ir tāda У mācība. одних одно учение, у других Tie другое nav учение. gāji, vēl sliktāk. Tie sadarbojas ar jauniem gariem. Некоторые уже учения у некоторых. Bet ir jau tikai viena mācība. Но есть только одно учение. Nav neviena cita teoloģija. Нет другого какого-то учения. Kas ir šeit rakstīts? Svētajos rakstos. То, что написано в Святом Слове, то и правда. Nu, es atvainojos, es jūs aizskavēju drusciņu pa daudz. Я Atļauts laika dod. извините, что я вас Un es задержал. lūdzu, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs stiprina. Бог благословит вас, Dod mūsu дает силу, смелость, arī nes mūsu pilsētu. Его Слово нести в мир. Спасибо большое. Paldies, Lēls. На самом деле это хорошее ободрение для нас, правда же? Tiešām ļoti liels uzmundrinājums mums tiešām, В том, что люди верные Господу,
из Слова Божия, да? Cilvēki nes Dievu vārdu. И сегодня это для нас ободрение, что мы тоже можем, правда? Šodien mums tas uzmundrinājums, ka mēs arī varam. Мы тоже можем нести людям Слово на работах, Mēs arī varam nest Dievu vārdu darbos, соседям, mūsu kaimiņiem, там, где мы учимся, tur, kur mēs mācāmies. мы можем нести Слово Божие. Mēs varam nest Dievu vārdu. И поэтому, да, это хорошее ободрение. Tas ir ļoti liels uzmundrinājums. Я просто как-то принимаю это такое какое-то как ободрение, да, тоже, Mēs pieņemam arī pats šo uzmundrinājumu. чтобы не забывать, что самая главная цель наша – это не служение пасторское, да, или служение в группе прославления. Lai neaizmirst, ka tas svarīgākais nav būt mācītājiem vai slavēšanas grupām. Самое главное наше предназначение не заработки, да, или там на работе как-то продвинуться или сделать что-то. Galvenais mūsu mērķis nav, lai mēs vairāk pelnītu, vai mēs karjerā būtu virsotnē. Или выучиться, образование получше, да, повыше. Vai būt gudrākiem ar lielāku izglītību. Но наша главная цель – это нести Евангелие. Bet mūsu galvenais mērķis ir evaņģelizēt. Мы на земле неспроста. Mēs šeit nesam vienkārši Нам надо tāpēc. нести Слово людям. Mums ir jānes Dieva vārdu. И сегодня мы тоже, сегодня, да, Nu, un video es sacīju vārds ar šo ziedojumus. Video negribu nekad, teiksim, no to, ko draugs locekļus iedod braudzēji, bet, ja jūs ir kādām ziedot par šīm video grāmatām, tad lūdzu, šeit laikam būs. Если кто-то хочет пожертвовать на книги, которые Гедеоны дают на Новый Завет, тогда можно здесь положить свои да, финансы. и сейчас мы будем тоже жертвовать, да? Жертвовать для, тоже будет корзинки стоять для церкви, да, и для Гедеона, для служения братьев Гедеоновых, да, не для самого служения, но для того, чтобы могли распечатывать эти новые заветы Библии. Un tagad mēs ziedosim, arī draudzē ziedosim viņiem grāmatām, lai viņi varētu jauno derību visu nolikt, kur viņi var. И наше пожертвование для служения Гедеоновых будет в эту коробочку, да? Mēs ziedojam Gideoniem šeit jāpastītē. И мы чуть-чуть отложим наш миссионерский сбор, да, у нас миссии должны были быть в следующее воскресенье, будет миссионерский, да, сбор. Un ziedojums misijām mēs nākošu svētdienu. Пусть Бог